Какая-то справедливость в Таджикистане все-таки есть. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане 3 сотрудников милиции осудили за пытки жителя Турсунзаде. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Верховный суд Таджикистана приговорил к различным срокам тюремного срока 3 сотрудников милиции, обвиняемых в применении пыток в отношении жителя Турсунзаде Хасана Едгорова, о котором мы уже рассказывали в прошлых выпусках. Коалиция гражданского общества против пыток и беззаконности в Таджикистане сообщает, что приговор был оглашен 17 июня. Эрадж Наимов, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска МВД Республики Таджикистан, приговорен к 10 годам лишения свободы. Сайди Давлатмурзода, старший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД города Турсунзаде, проведет за решеткой 12 лет. К 13 годам колонии приговорен Шерали Азизов, старший оперуполномоченный поселкового отделения милиции Пактаабод города Турсунзаде. Ранее адвокаты и родственники осужденных отвергали все обвинения в применении пыток. Шухрат Гулмурадзода, адвокат Сайди Давлатмурзода, в частности, ранее сказал, что у них есть доказательства, которые отвечают интересам его подзащитного и доказывают, что он не был причастен к пыткам. Как сообщает коалиция гражданского общества против пыток и беззаконности в Таджикистане, житель города Турсунзаде Хасан Едгоров в 2017 году 8 месяцев отсидел в следственном изоляторе по обвинению в убийстве и вышел на свободу после того, как был пойман настоящий убийца. Он подписал признательное показание, не выдержав изощренных пыток в отделении милиции. Дело обвиняемых рассматривалось более 3 лет. Верховный суд Таджикистана в 2019 году направил дело на дополнительное расследование в Генеральную прокуратуру, и после того, как было получено заключение, 17 марта началось повторное рассмотрение дела. По словам адвокатов коалиции против пыток, защищающих права Хасана Едгорова, дополнительное расследование показало, что на самом деле на теле Едгорова до сих пор сохранились следы пыток. Один из адвокатов, который не пожелал называть своего имени, заявил, что факт применения подтвержден судебно-медицинской экспертизой. Как вы относитесь к такой ситуации? Конечно же, спустя 3 года, но слава богу, что справедливость восторжествовала. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В ходе судебного заседания Хасан Едгоров сказал, что помимо 3 бывших сотрудников милиции, находящихся в настоящее время под следствием, к его пыткам и принуждению к даче признательных показаний причастны и другие лица, но ему неизвестны их имена. Во время допроса меня подключали к электрическому току, а в рот наливали воды. Я не выдержал и подписал бумаги, в которых оговорил себя, сказал он. Уголовное дело в отношении Хасана Едгорова было возбуждено после убийства официанта из Турсунзаде Дмитрия Каримова. Преступление было совершено осенью 2017 года. В Таджикистане пытки подозреваемых и их принуждение к даче признательных показаний являются актуальной проблемой. В 2019 году власти страны ужесточили наказания для лиц, виновных в применении пыток и жестокого обращения. Отныне им грозит исключительно тюремное заключение сроком от 2 до 15 лет. Раньше статья «Пытки» в Уголовном кодексе Республики Таджикистан предусматривала наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч самани или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Как вам такая ужесточенная мера наказания? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!